У жительницы Томота Варвары Николаевны Антоновой давно заведено, без обеда гости от нее не уходят. Варвара Николаевна – знатная кулинарка и любит не только готовить, но и угощать. Женщина называет себя богатой, у нее 4 детей и 12 внуков. Правда, родные далеко, и сегодня Варвара Николаевна проживает одна. По хозяйству справляется, хотя и не все дела удается выполнять с прежней легкостью. Да и здоровье нередко подводит. Своей помощницей и спасительницей Варвара Николаевна называет социального работника Наталью Немировскую. Болела я сильно ногами. Она 10 дней приходила, мои ноги мазала. Это уже, понимаете, после рабочего дня. Она целый день работает, и я еще потому что мне перед сном надо. Для Натальи не существует понятия окончания рабочего дня, как не бывает в полном смысле слова выходных и праздников. Ведь те или иные проблемы у ее пациентов могут возникнуть в любое время суток. В Нюрнберге ездила проверяться, она меня возила туда и обратно, потому что поезд я не могу. А вот она меня увозила, привозила. Все проблемы решаемы, убеждена Варвара Николаевна, если к делу приступает отзывчивый, безотказный и ответственный человек. Именно эти качества женщина считает главными в социальной работе. Наталья Немировская обладает ними в полной мере. У нас осенью у меня прорвало канализации. Вот Наташа 12 ночью, я ей звоню, она спала, а я ее разбудила, она пришла, у меня все помыла, вычистила, убрала. По роду профессиональной деятельности Варваре Николаевне доводилось немало общаться с представителями серебряного возраста. Много лет женщина доставляла землякам пенсии. С Натальей знакома давно, между ними всегда было взаимопонимание. Я сказала: Наташа, если ты уволишься, я никому не пойду. Вот ей-богу, не то что из-за принципа, просто я не хочу. До этого знала, потому что она людям очень помогала. Даже она в соцзащите не работала, она людям очень помогала. Сегодня на обслуживании в группе у Натальи Немировской 11 человек. Со всеми своими пациентами социальный работник на связи 24 часа в сутки. Все, кто хотят попасть к нам на обслуживание, очень часто просят, чтобы попасть к ней, именно в ее группу. Но человек не считается ни со временем, ни с какими-то финансовыми делами. Просто оказывает помощь, как может. И все, конечно, очень довольны. В отделение помощи на дому районного управления соцзащиты Наталья Немировская пришла почти 3 года назад. Впрочем, основы социальной работы она усвоила гораздо раньше. Поддерживать и выручать – именно так Наталья понимает свое призвание. Потребность помогать людям она испытывала всегда и охотно откликалась на любые просьбы соседей и знакомых. Впрочем, иногда просить совсем не обязательно. Наталья отчетливо видела, когда человеку нужно протянуть руку. Социальный работник – это же не только оформленный человек, который получает за это зарплату. Когда пришла устраиваться на время больничного, начальник меня спрашивает: вы знаете эту работу? Я говорю: конечно, я в курсе вашей работы. Раньше я делала бесплатно все это, теперь вот зарплату буду от вас получать. Ну, как-то вот так состоялся разговор, приняли, осталась на постоянку. Ну, работаю. Татьяна Ивановна Карипанова всю жизнь отработала музыкальным руководителем в детском саду. Инструменты женщина и сегодня с удовольствием берет в руки для души. Впрочем, в юности Татьяна Ивановна не связывала будущее с музыкой. В школе она получила профессию шлифовальщика, а стать мечтала архитектором. Я вообще в математических олимпиадах участвовала, в городских. Я любила очень математику, обалденно. Славным было и спортивное прошлое Татьяны Ивановны, о чем свидетельствуют многочисленные награды. Прихода Натальи женщина всегда ждет. Обычно они беседуют подолгу. Психологическая поддержка, оказываемая пациентам, не менее важна. И, конечно, в разговоре хозяйка и соцработник намечают дела на ближайшее время. Аптека, оплата коммунальных услуг и котику моему, который кушает и вискас, и китикет. Бывает, что Наташа замотается искать, потому что сейчас китикет почему-то нету. Вот.
Ну, молодец, что нужно, она мне всегда привезет. С делами у Татьяны Ивановны Наталья управилась быстро. Сегодня хлопот по хозяйству немного. Через пару дней она зайдет снова, принесет лекарства и продукты. Впрочем, если возникнут непредвиденные обстоятельства, Татьяна Ивановна знает, к Наталье можно обратиться с любой просьбой. Соцработник сделает все и никогда не откажет. Такого не бывает никогда. Это самое хорошее, которое я могу сказать о человеке, который помогает. И помогает, я говорю, это Бог одарит. Это серьезно. Это правда. Попрощавшись с Татьяной Ивановной, Наталья отправилась в Синегорье. В отдаленном микрорайоне проживает еще одна из ее пациенток – Любовь Юрьевна Ставцева. «Мои руки и ноги», – говорит про соцработника хозяйка. Но я просто счастлива, что вот она есть у меня. Потому что вот в данный момент, в моем положении, это руки и ноги. Помощь Натальи в любых вопросах и делах для Любови Юрьевны становится бесценной. Правда, порой хозяйка бывает строга. Бывший медработник постоянно напоминает помощнице о том, сколь важен полноценный отдых. Человек работает, конечно, на износ. На самом деле на износ. Поэтому вот эти все ночные, когда люди просят приехать помочь ночью, вечером, неважно когда, это, конечно, безотказно. Безотказно. В любое время суток она может все бросить и приехать. Человек большой души, большого сердца, то есть щедро раздает свою доброту, свою помощь, оказывает всем, не только подопечным, но и те, кто непосредственно помимо наших граждан нуждаются в помощи, всем оказывает содействие, посильную помощь. Оказывая поддержку тем, кто в ней нуждается, невозможно эмоционально перегореть, убеждена Наталья. Общение с пациентами согревает, позволяя почерпнуть житейский опыт и мудрость. Помогая одиноким и одиноко проживающим людям, соцработник получает колоссальную отдачу. Но все они радуются, когда я прихожу, все довольны, все ждут меня. Тоже очень приятно, и чувствуешь себя нужным человеком для них особенно. Особенно у кого нет ни детей, ни внуков. По пути в следующий дом Наталья зашла к Александре Нарауловой, которую знает с детства. Мама Саши прикреплена к другому соцработнику, и его Наталья замещает в периоды отпуска. С семьей Александры сложились теплые отношения, и девушка иногда обращается к Наталье с просьбами. Вот и сегодня Саша интересуется, смогут ли они съездить в Алдан. Просто в Алдане цирк будет. Я бы хотела туда попасть. Собираемся мы или нет, это еще неизвестно. Если у Натальи Юрьевны будет время, она меня отвезет. Если у нее времени не будет, то, соответственно, она меня не отвезет. Уметь найти верный тон, чтобы наладить контакт – это у социальных работников профессиональное. Наталья постоянно мотивирует Александру к выполнению несложных действий и бытовых задач, чтобы Саша овладела некоторыми из необходимых навыков. Хотелось бы, чтобы Сашу все-таки кто-то научил готовить, стирать, убирать дома, потому что вполне она со своими ограничениями может все это делать. Выполнить просьбу нуждающегося человека несложно, считает Наталья. Труднее на нее не откликнуться. С пациентами и знакомыми соцработника связывают по-настоящему близкие и доверительные отношения. Сама же Наталья каждому стремится подарить как можно больше ярких и радостных моментов. Человек как может, так и помогает. Даже вывозит их в Алдан, скажем, там поесть пиццы, попить кока-колы. Вот сейчас придет лето. Они уже, конечно, вниз к речке не спустятся, но у меня есть 2 лежака, которые я себе выписала на День соцработника, сделала подарок. Поэтому они все ждут лета, приехать ко мне во двор, закрыть ворота и полежать на лежаках, позагорать. Особенно Карипанова Татьяна Ивановна и Ставцева Любовь Юрьевна, любительницы. Больше всего люди ценят в соцработнике отзывчивость, безотказность и подход к любому делу с душой. Впрочем, эти черты у Натальи семейные. 2 уже взрослых сыновей всегда относились к работе мамы не просто с пониманием. Ребята по мере возможностей помогали и продолжают помогать пациентам Натальи. Дети у меня очень часто, когда еще кого-то замещала, постоянно помогали мне. Сумки с продуктами заказывают не по 2-3 килограмма.
Ну и где-то снег почистить тоже их, конечно, прошу, не без этого. Всегда. Ну, у меня просто дети своей матери, поэтому никогда не отказывают ни в чем. Людмила Владимировна Казаченко тоже входит в группу Натальи Немировской. Сложности и нюансы взаимодействия с людьми преклонного возраста Людмила Владимировна знает, поскольку сама много лет отдала социальной сфере. Она работала в отделении временного проживания для одиноких пожилых граждан, которое базировалось в Томодской больнице. С Натальей, убеждена женщина, ей повезло. Вот она все вложит в тебя, и я не знаю, как еще даже ее за все благодарить даже не могу представить, если бы ее у меня не было. Приходя к пациенту, соцработник не только выполняет просьбы. Помощница видит, что необходимо сделать в первую очередь. Таким образом, с наведением чистоты и порядка дом наполняется настоящим уютом. Понимаете, сама активная такая. Так, давайте снимайте тюли, будем вешать. Она не то, что я вот прошу, Наташа, она вот сама. В этот раз перед 8 марта. Чуть ли вот когда будем на кое-то здесь повешали, когда? Я говорю, у меня они тоже недавно, подружка приезжала, она, никакой подружки, я все сама буду делать. Людмила Владимировна, как и большинство пациентов отделения помощи на дому, здоровьем похвастаться не может. Наталья скрупулезно изучает новые технологии и рассматривает возможность их применения, чтобы ее подопечные смогли преодолеть хотя бы часть препятствий. Благодаря соцработнику в доме Людмилы Владимировны ванна была заменена на душевую кабину. Сейчас Наталья решает вопрос с установкой безбарьерного душа в квартире, куда вскоре переедет подопечная. Необходима только душевая кабина, да, потому что в ванну они залезть не могут. И уже договариваются, что да, дом сдается с ванной, но потом, впоследствии, обязательно для конкретного человека они сделают все, чтобы поставить туда именно душевую кабину. В настоящее время в отделении помощи на дому Управления социальной защиты Алганского района состоят порядка 200 человек. Их обслуживание осуществляет 21 соцработник. Наряду с хозяйственно-бытовыми проблемами людям требуется разного рода помощь. Зачастую решение той или иной проблемы требует комплексного подхода. Специалисты Управления социальной защиты взаимодействуют с различными структурами. Наша работа на сегодняшний день заключается в тесном контакте со всеми межведомственными организациями, потому что пожилые граждане, они в той или иной степени не понимают, не знают, как осуществлять операции через госуслуги, да, через МФЦ. Специалисты мобильной бригады регулярно выезжают в города и поселки района. В ходе рейдов сотрудники управления встречаются с соцработниками и пациентами, рассматривают сложности и разрабатывают пути решений. С ними поддерживаю тесный контакт. По подопечным в меру возможности мы раз в год обязательно всех навещаем, посещаем. Забота о людях для социальных работников – задача, выполняемая каждодневно. Конечно, не все вопросы решаются моментально. Порой приходится запастись терпением и выдержкой. Между тем, по мнению пациентов, в подходе к любому из вопросов ценно в первую очередь неравнодушие и желание помогать.